Итак, друзья, сегодня хочу поговорить на такую важную тему, как ответственность блогера перед своей аудиторией. Конечно, у разных блогеров разная аудитория, разная тематика. И в какое-то мирное, спокойное время, наверное, ну и то не стоит, на какие-то общественно важные политические темы можно не обращать, внимания, не делать на этом акцента, но когда в стране происходят действительно важные социальные изменения, то я считаю, и на самом деле так оно и есть, конечно же, то есть блогеры должны на это реагировать, хотя бы один раз об этом проговорить, высказать свою позицию по этому поводу. Но мы сейчас столкнулись с такой проблемой, что у блогеров нет самих никакой позиции по этому вопросу. То есть, какая у них одна позиция? Это зарабатывание денег, естественно. И мы в этом социально-культурном поле, в принципе, и были все воспитаны, да, то есть потребление, заработок и вот демонстрировать красивую жизнь, да, так скажем. Но смотрите, куда нас все это завело. То есть у нас нет никаких, так скажем, коллективных ценностей. То есть мы каждый за себя. Что там происходит с Байкалом, то есть, мало кого интересует. Не мои проблемы, да, скажет какой-нибудь блогер. Но Байкал — это же общее достояние. И, наверное, каждый человек, кто проживает в Бурятии, все равно должен как-то беспокоиться об этом, проявлять инициативу в деле защиты и так далее. Но этого, к сожалению, не происходит. И в конце концов, смотрите, как оказывается. Вот эти блогеры, которые молчали, ничего не делали, да, зарабатывали на своей аудитории деньги, в итоге сами, когда коснулось проблем, когда коснулось того, что мужей этих блогеров могут забрать на войну, они просто сами взяли и поехали в качестве еще и политбеженцев в США. Но, друзья, куда такое годится? У меня вот даже была такая небольшая перепалка, и я понял для себя, что у этих людей, у них абсолютно самих нет никакой позиции. Они даже не понимают, что нужно нести ответственность за свою аудиторию. То есть они привыкли просто все доить, да, эту аудиторию, сосать все из нее и ничего взамен не предлагать. О чем я хочу сказать? О том, что сейчас нам, самим обществу, надо понять вот эти моменты, надо для себя наконец-то определиться с какой-то позицией, в принципе. То есть ты за войну, ты против войны. Не делать вид, что ничего не происходит. Люди умирают, а мы делаем вид, что типа, ой, все нормально, лишь бы меня там не тронули. Ну так не бывает. Все равно у вас в какой-то момент это тронет. Поэтому для того, чтобы хоть что-то делать, да, надо определиться со своей позицией. Что ты вообще думаешь об этом, о войне? То есть не надо жить в этой иллюзии, что все нормально, все хорошо, там пройдет время. Ни хрена подобного, это будет долго еще. И вот такая вот позиция такого внутреннего беженца, да, человек, который ничего не понимает, ничего не хочет, ничего не может, она ни к чему хорошему не приведет. И поэтому не слушайте вот этих вот обосравшихся блогеров, которые, обосрались они, все уже. Я думаю, они будут только терять доверие своей аудитории. Для себя просто выработайте какую-то позицию. Подумайте хорошо, что вообще происходит в стране, почему это произошло и к чему это все ведет. Вот такой вот блог, из которого еще будут другие темы произрастать, я сегодня записал. Ладно, друзья, подписывайтесь, будет интересно.